Ермек Харимжанович, сегодня в Европе то, что мы видим в новостях, читаем, есть определенные тревоги, высказывают и медики, и общественность, в том, что вот в результате всеобщего донорства существует риск того, что от одного человека, как они говорят, в перспективе может рождаться там сотни, тысячи детей, да? И здесь возникает вопрос, то, что если эта ситуация будет набирать обороты, то в перспективе возникает вопрос массового кровосмещения, который может стать угрозой экзистенциального уровня для человечества. Вот в этом отношении, что вы думаете по этой ситуации и как можно предотвратить эту угрозу, на ваш взгляд? Я не знаю, является ли это угрозой, потому что я как-то читал исследования ученых-генетиков, которые выясняли процент крови у людей, которые несут в своей крови какие-то проценты Чингисхана. Потому что у Чингисхана, по легендам, было около 1000 жен и невероятное количество потомков. И, естественно, он дал такое, знаете, свое направление. Чуть ли не в каждом 10-м или 20-м человеке есть элементы чингисхановской крови. Естественно, ничего хорошего нет. Я, кстати, выучил новое слово, называется имбридинг. Имбридинг – это кровосмешение в результате инцеста среди животных. Когда в стаде пасутся, там, скажем, быки, и они же не соблюдают там человеческие нормы, там покрывают всех подряд. Вот. На память приходит ситуация с египетскими правителями, с фараонами, королевские семьи, где практиковался вот как раз такой брак с инцестом. То есть как бы они себя преподносили как избранные, обычный человек никогда бы не женился не сочетался бы браком с членами королевской семьи, в результате чего египетские фараоны там переженились между собой все, и у них были страшные изменения в генетике, деформации разные, в том же у того же Тутанхамона, когда его расшифровали, его скелет, он умер молодым и чем только не болел. В Европе тоже такое же практиковалось. Царевич Алексей, даже вот в семье Романовых, который с малолетства болел и все время нуждался в какой-то вот врачебной помощи, потому что был слаб с рождения. Это очень было популярно даже в Европе, да, когда члены королевских семей и царских семей, они сочетались с браком все между собой. И так или иначе приходились друг к другу родственниками. Где-то дальними, где-то даже близкими. Это, конечно, проблема большая. И опять же, мне хочется вернуться в нашу степь. У нас замечательная есть традиция. Это вот, почему говорят, жетатангдаблесумба, то есть, знаешь ли ты свои 7 колен. И каждый нормальный казах должен был знать все свои 7 колен. Для чего? Это ведь тоже не прихоть. Оказывается, 7 колен – это примерно возраст антропологический, когда физиологически да, полностью обновляется кровь. И вот это вот закон, когда вот, почему у нас есть деление на жузы, на роды и так далее. Когда ты не можешь жениться или выходить замуж за кого-то из своего рода, потому что он может оказаться твоим родственником. Поэтому южные казахи ехали на север, там западные казахи ехали на восток, чтобы сочетаться браком и тем самым обновить кровь, хан джангарту говорят, да, и тем самым укрепить.
И я вам скажу, что до 20 века казахи не носили очков, потому что у нас были очень а, хорошие и физические данные, и какие угодно. Потому что строго соблюдался вот этот закон, традиция не смешивать кровь. Ну, то, что сейчас творится в Европе, вообще в мире, это очень многие вещи не поддаются никакому анализу и вообще логике. Об этом можно говорить, конечно, но я не генетик и не медик, я обычный обыватель. Конечно, я это не могу одобрять.